грешних. Czy uprawić przed Bogiem, możemy Go prosić za wszystkie nasze grzechy i prawiny, jak mówię, z czystym sercem, składźcie do Najświętszej wierą. Spowiadaj się Bogu Wszechmogutnemu i wam, braty i siostry,
Што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Podczas tej świętej mszy modlimy się o następnych intencjach. Ksiądz Władimir modlится об даре здоровья, всех потребных ласк для Василевской Виктории. Niech do świętej mszy prawa intencji modli się o dar życia wiecznego dla świętej pamięci Michaila i msza święta Gregoriańska. Молимся. Усімагутny, wieczny Boże, u chudkim czasie my будем świadkować narodzenie Twojego Syna. Тому просим Ciebie, niechaj nam, niegodnym słuchom Twoim, объявить свою милосердную ласку спрадвечное слово, якое приняло тело во лоні Панни Марии и пробывало поміж нами, які з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читання книги пророка Малахії. Гэта каже Пан Бог. Вось я посылаю анёла майго, і ён падрыхтуе дарогу перада мною, і нечакана прыйдзе ў сваю святыню Пан, якога вы шукаеце, і анёл запавету, якога вы чакаеце. Вось ён ідзе, кажа Пан Магуцёў. І хто вытрывае дзень ягонага прыйсця, і хто ўстаіць, калі ён з'явіцца. Бо ён, як огонь плавільшчыка, і як луг, што ачышчае. І сядзе, як плавільшчык, і як той, хто ачышчае серабро, і ачысціцца на ўлеве, і пераплавіць іх, як золата і серабро, і яны будуць прыносіць Пану ахвяру справядлівасці.
Ды спадабаюцца пану ахвяра Юды і Єрусаліма, як у дні даўнія і як у мінулыя гады. Вось я пашлю да вас прарока Іллю, перш чым прыйдзе дзень пана, вялікі і страшны. Ён зверне сэрцы бацькоў да сыноў і сэрцы сыноў да бацькоў, каб я, прыйшоўшы, не кінуў на зямлю праклён. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Поднимите головы, бо близко откупление. Поднимите головы, бо близко откупление. Дай спознать Твои дороги, Боже, и научи меня стежкам Твоим. Вяди меня в правде Твоей, научи, бо Ты мой Бог избавца. Поднимите головы, бо близко откупление. Он добрый и справедливый, тому показывая грешникам шлях. И он, керуя покорными у справедливости, и научая убогих шляхам своим. Поднимите головы, бо близко откупление. Усе стяжки Пана — это милосердность и верность для тых, хто заховує заповіт і накази Його. Пан доброзичливий до тих, хто Його боїться, і заповідь свою надкриває їм. Поднимите головы, бо близко откупление. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Володару народов, вугловый камень костела, прийди, збав чоловіка, якого ти створив з пилу. Пан з вами. І за духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тобі. Амінь. Альжбеце надышоў час нарадзіць. Яна нарадзіла сына. І пачулі суседзі і сваякі яе, што пан праявіў да яе такую вялікую міласэрнасць, і радаваліся разам з ёю. На 8-й дзень прыйшлі абразаць дзіця і хацелі назваць яго імем бацькі ягонага Захарыем. Але маці ягоная сказала ў адказ: «Не, але будзе названы Янам». І сказалі ёй, што няма нікога з сям'і яе, каго б называлі такім імем. І пыталіся на мігах у бацькі ягонага, як бы хацеў назваць яго. Ён папрасіў таблічку і напісаў: «Ян, імя яго». І ўсе здзівіліся. В гэты момант адразу адкрыліся вусны ягоныя,
і развязаўся язык ягоны, і ён загаварыў, праслаўляючы Бога. Усіх іхніх суседзяў ахапіў страх, і расказвалі яны пра ўсё гэта па ўсёй горнай краіне Юдэі. Усе, хто чуў, разважалі пра ўсё гэта ў сэрцах сваіх і казалі, што ж гэта будзе за дзіця. Бо рука Пана была з ім. Гэта слова Пана. Слава Табе, Христе. Я сегодня уже маю 16-е письмо выслушаем. Мой дорогой Гнусик, в прошлом письме ты мельком упомянул, что твой подопечный все ходит в одну и ту же церковь, и что он не совсем ею доволен. О чем, спрашивается, ты думаешь? Почему до сих пор нет донесений о причинах его постоянства? Если он так упорен мне от безразличия, дела наши плохи. Понимаешь ты это или нет? Конечно, тебе известно, что если человека нельзя вылечить от посещения церкви, самое лучшее – отправить его на долгие поиски церкви для него подходящей. Пусть побродит до тех пор, пока не станет ценителем и знатоком церквей. Причины такой нашей деятельности очевидны. Во-первых, на объединение прихожан следует нападать, так как объединяются они по месту жительства, а не по сходству. Это приводит людей разных классов и психологий к тому единению, которого хочет враг. Конгрегационный же принцип может каждую церковь запросто превратить в некий клуб, а если все сложится удачно, в кружок или фракцию. Во-вторых, поиски подходящей церкви склонят человека к критике там, где враг хочет видеть его своим учеником. Врагу желательно, чтобы мирянин в церкви был действительно критичен, то есть не принимал ложного и бесполезного и при этом совершенно не критичен, не судил и не радил, а доверялся немудрствующему, смиренному приятию того животворящего начала, которое несет ему церковь. Ты видишь, как он унизительно бездуховен и безнадежно вульгарен? Приводит это к тому, что простейшие слова очень многое могут сказать человеку и его душе, что прямо противоречит нашей политике. Любая проповедь или книга, воспринимаемая человеком с таких позиций, для нас очень опасна. Так что возьмись за дело поэнергичнее и как можно скорее пошли этого дурака по ближайшим церквям. Твое последнее донесение никак нельзя признать удовлетворительным. Воспользовавшись нашей служебной картотекой, я присмотрел до него две соседние церкви. У каждой свои особенности. В одной из них священник так долго и старательно разбавлял веру водой, чтобы сделать ее более доступной для скептического и трезвомыслящего прихода, что теперь он шокирует прихожан неверием, а не они его. Во многих душах он успел подорвать веру. Восхитителен и его метод служения. Чтобы избавить мирян от трудностей, он многое вычеркнул и теперь, сам того не замечая, все крутится и крутится по малому кругу своих любимых 15 песнопений и 20 чтений. А мы можем не бояться, что какая-нибудь истина, доселе незаметная ему и его приходу, дойдет до них через Писание. Но, возможно, твой пациент недостаточно глуп для этой церкви, или пока еще недостаточно глуп. Во второй церкви служит отец Игл. Людям трудно понять широту его взглядов. В один день он почти коммунист, в другой недалек от какого-то теократического фашизма. В один день он тяготеет к схоластике, но в другой вообще готов отрицать человеческий разум. В один день занят политикой, в другой заявляет, что все государства мира сего уже осуждены. Мы, конечно, видим нить, связывающую все это воедино – ненависть.
этот человек может проповедовать лишь то, что шокирует, огорчит, озадачит или унизит его родных и друзей. Проповедь, приемлемая для них, была бы для него такой же пресной, как поэма, которую можно читать вслух. Кроме того, у него есть многообещающая черта – нечестность. Мы побуждаем его говорить: «Церковь учит, что…», когда в действительности он подразумевает: «Я почти уверен, что недавно прочел это у Маритена или еще у кого-то». Но должен предупредить себя об одном его совершенно фатальном дефекте. Он верит. А это может все испортить. Однако у обеих этих церквей есть одна общая хорошая черта. Они тяготеют к группировкам. Я, кажется, уже предупреждал тебя, что если твоему подопечному не удается удержать вне церкви, его надо активно привлечь к какой-нибудь группировке вокруг нее. Я не имею сейчас в виду различий вероучений. В этом плане, чем он теплохладнее, тем лучше. Творя зло, мы вовсе не намерены опираться на их догматы. Самая же потеха возникает, когда удается возбудить ненависть между теми, кто говорит «месса», и теми, кто говорит «служба». В то самое время, как ни одна сторона, ни другая, вероятно, не способна установить разницу между учениями Хукера и Фомы Аквината, так, чтобы объяснения вытерпели хотя бы 5-минутную критику. Все несущественные детали, свечи, облачение клира и прочее – прекрасная почва для такой деятельности. Мы уже порядком выветрили из сознания то, чему учил этот невыносимый Павел, толкуя о пище и других пустяках, а именно человек нещепетильный должен уступать человеку щепетильному. Ты думаешь, люди понимают, как применить это в жизни? Казалось бы, один преклонит колени и перекрестится, дабы не смутить своего брата, а другой воздержится от этих знаков благочестия, дабы не склонить брата к идолопоклонству. Так оно и было бы, если бы не наша неустанная работа. Без нее разница в обычаях английских церквей стала бы чего доброго причиной и рассадником милосердия и смирения. Твой любящий дядя Баламут. А дана молитва рятує наше серце до навертання, якого чекає в нас Бог. Тому у довірливій молитві представимо Богу наші просьби. Молимся за паўсюдны касцёл, каб усе ахрышчаныя адчулі сябе дзецьмі аднаго Айца, які прабачае грахі і шчодра адорвае ласкамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсіх кансекраваных асобаў, каб яны развівалі дар асвячальнай ласкі праз частае прыняцце Эўхарыстыі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто надыходзячыя святы правядзе далёка ад сваіх родных, каб спазналі, што ў Езусе Хрысце яны заўсёды разам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашыя сем'і, каб апекавалася імі Марыя, Маці Божага Сына. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы змаглі вызваліцца ад усяго, што нам перашкаджае жыць у Божай ласцы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за Василевскую Викторию, що дари здоров'я, всіх потрібних ласк. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже милосердности долучаем наших близких по миру, особливо способ молимся за святой памяти Михаила. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу Украину, в справедливости и правде, позволении вязням, вертании митрополита Радиму. Молимся об даре здоровья для хворых и потребных ласках для медиков. Тебе просим. Выслухай нас, Пане.
Боже, який праз уцілавлення Сина об'явив свою любов світу, вислухай наші молитви і учини, как ми, послухмяно виконуючи Твою волю, стали вдільниками вічної радості. Праз Христа, Пана нашого. Amen. Niechaj Pan Bóg wybiera chleb z róg Twoich na prosławienie i chwałę imienia swojego, a tak samo na koryść nam i всьому Kościołu świętemu. Добрий Боже, нехай гадать вяру, якою Костюл отдає Тобі найсвятейшую пошану, поєднає нас з Тобою, как з очищеною душою могли ми святкувати народження нашого Откупителя, який живе і володарить на віки вічні. З вами І за духом Твоїм. Богу серце. Uznosił ich na Pana, Подякуємо Пану Богу нашому. godna wieka i sprawiedliwa. Свободного и справедливо, слушно и избавенно, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане Святый Отче, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего. Его проказывали все пророки. Дева Мать носила его под сердцем с невымовной любовью. Ян Хреститель пророчил про его присте и обвестил его присутность серед людей. И он дає нам ласку з радостью подрихтоваться до святого народження, как знайти нас, коли прийде, полных удячностью молитовным чуванию. Тому за анёлами, арханёлами и за всеми святыми мы обвящаем Твою хвалу разом с ними, ускликаючи. Święty, 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 Pan Bóg wszechmogutny, nieba i земля, pełny jak chwały Twojej, osadzona wyższynia, błogosławiony Twój, kto przychodzić u imię Pana. Zaprody Boże, Ty święty, krynicą wszelkiej świętości. A proszę Ciebie, oświeci te dary rosою Ducha Twojego, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, padał swoim uczniom, кажучи: «Бярите и пейте з его усім, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память».
Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi, стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всім świecie, udoskonal Jego u любові razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i усім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов і сестер наших, які поснули у надію на воскрешення і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу, Ти дозволь йому бачити світло обличчя Твоєго. Просим Ciebie, zmiłuj się nad nami, jak my zasłużyli udział życiu wiecznemu, jedności z Najświętejszej Bogorodicy i Panny Maryi, świętym Józefem i Abrannikiem, ze świętymi apostolami i всіми świętymi, jakie sprzed wieku podawali się Tobie, jak z nimi i my chwalili i прославляли Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Раз Христа з Христом і у Христі, Тобі, Боже Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Бог так полюбил нас, что спасал нам як Збавителя Своего единородного Сына. Тому осмеливаемся сказать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, и як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас від усього злого, и ласково супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы до всякого неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи, прийти Збавца нашего Иисуса Христа. Бог Твое владарство и мощь и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить их супокоем и едность. И живешь и володаришь на веки вечные. Amen. Супокой Пане, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Szczęśliwe patrykę na wieczór Jehowy. Panie, ja nie bardzo, kapituję szalenie, ale skażę tylko słowa i będzie оздоровлена душа моя. Ось стою при дверях и стукаю. Коли хто почує мой голос и отчинит двери, я увойду до его и буду вечерять с ним, а и он со мной.
насыти нас хлебом небесным, одари нас Твоим спокоем, как запаленными и светочами мы готовы были сустрэч Твоему милованного Сына, які живе и володарись на веки вечные. Восьмий день наведення до дитятка Єзуса. О Єзу, коли б я бачив Твоє малое серце на криші, у душі моєї узникає в образ Твоєї безмежної чулості до нас. Ти справді сябра, бо великодушно идешь на смерть за тех, кого любишь. Да поможи мне по-новому принять и зразуметь правду об Твоей любови и научи меня годно отказывать на Твой дар. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. витай, Мария, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была с веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Все, czystości moje serce z dobrymi uczynkami. Сьогодні одно серце за усіх. Тому буду витягувати я. Запрошаю Настю, Наталі. Второй раз уже понесешь святую się do domu w этом адвенте, Настя? Третє або четверте. Віншую молодчинку. Ну и сестричка, ходи, Женька. Витягивай. Задание на сегодняшний день. И много начинаем. Научиться всю сім'ю співати співати. Все почули? Zahuczać już, prawda? Jest nowy numer Ave Maria. Zapoczął do czytania prasy katolickiej. Завтра pocznie raty. Zapraszają sama wziąć udział u ich. Tak jak uwejścił, że to jest nasze świadkowanie i zawtra zapraszam na pasterki o 20 godzinie, o 21:30 i o 23 godzinie. Na dzisiejszy dzień podrychtowki naszej Boże, błogosławienie Pan z Wami. И с Духом Твоим. Niechaj Was błogosławić Bóg Всемогутний, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w spokoju Chrysta. Дякуем Пану Богу. Święty Archanioły Michaelie, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастир злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. Najświętейsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, bezzagadne serce Maryi, будь нашим порятунком, Święty Archanioły Michaelie, молися за нас. Спаситель Бога
буде прославлений, найсвятейший сакрамент, правдивая тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений, найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Святий Ян Євангеліст, Молися за нас, святий Максиміліан Марія Корфа, молися за нас. у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.